Около 2000 квадратных метров общей застройки, половина из которой производственные помещения. Швейная фабрика в промышленной зоне Али-Юрта станет самым большим промышленным объектом не только сельского поселения, но и всей республики. Здесь одновременно смогут работать более 500 человек, а если запустить производство в 2 смены, число рабочих увеличится вдвое. 20 лет своей жизни Хулимат Жигутханова посвятила любимому делу шитью. Ее можно смело назвать ветераном швейного мастерства. А когда осталась без любимой работы, Хулимат приехала трудоустраиваться на швейную фабрику из Моздока. Расстояние ее не смутило. Отмечает, здесь созданы все условия, чтобы работать. Я очень довольна этой фабрикой и работаю с первых дней. Мне нравится швейная работа. Я больше много чего вижу, что я не знала. Оверлочная, вышивальная, двустрочная, каких только швейных машин здесь нет. Мастер раскроенного цеха делится со съемочной группой, что их работа, пожалуй, самая ответственная. Здесь одежду раскраивают, а затем передают уже в швейный цех. Швейному мастерству Зина посвятила 25 лет. Для себя она здесь открыла новые машинки и загорелась интересом научиться чему-то новому. Они работают очень так беззвучно, легко. Даже те, кто не могут шить, спокойно могут, потому что там от 0,1 скорости и выше. И сама техника очень такая хорошая. Здесь есть все для шитья. Все виды машинок, каких только мы не видели. Я, например, от некоторых машинок вообще в восторге. Вечерние платья, униформа, национальные наряды, постельное белье. Весь результат труда рабочих выставлен здесь. Договоры по пошиву одежды с некоторыми организациями уже подписаны, отмечает директор швейной фабрики. В будущем они надеются занять ключевое место в СКФО. На перспективу работа. От этой фабрики может даже многие предприятия возьмут в высоту, можно сказать. Мы будем отправлять наши изделия, будем крой отправлять готовые по отдаленные города, и они тоже будут шить наши же изделия. Работы у нас очень много. Скольким людям мы сможем помочь из-за этой фабрики? В торжественном открытии промышленного объекта принимают участие высокие гости, которые отмечают значимость нового объекта. Благодаря ему в регионе в разы уменьшится безработица. К слову, на сегодняшний день здесь уже трудоустроено более 400 человек. Дорогие женщины, сегодня будет 8 марта у вас и у нас с вами сегодня праздник. Хочется поздравить всех вас с этим праздником, с открытием крупнейшего в Ингушетии швейного предприятия, самого современного с точки зрения того оборудования, которое здесь стоит. И мы рассчитываем, что объемы продукции, которая будет производиться на этом предприятии, с каждым годом будет увеличиваться. И если в этом году на старте уже 200 человек, работающих на предприятии, мы рассчитываем, что в 3 с лишним раза количество работающих должно увеличиться. Мы сегодня работаем с компаниями, кто будет обеспечивать заказы на вашем предприятии. Это крупные сети, бренды, кто обеспечивает продажи и продукции для медицины и для спорта. Это и постельное белье, и детская продукция. Поэтому мы рассчитываем, что те производственные возможности, которые есть, они обеспечат практически полноформатную номенклатуру, которая будет заказываться. Республики, для всего Северо-Кавказского федерального округа это большое знаковое событие. Появление у нас таких современных, суперсовременных предприятий, когда подъезжали сюда, это свидетельство отношения, во-первых, федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юзбека Маркевича к своей республике, к федеральному центру, к Северо-Кавказскому федеральному округу. И самое главное, что все присутствующие здесь, посмотрите на ваши лица, вы просто светитесь все, потому что действительно это предприятие очень знаковое сегодня, в первую очередь.
всего порядка 230 человек работает. Но после того, как предприятие будет выведено на полную мощность, 770 сотрудников будет работать на предприятии. Это и пополнение бюджета по нашей оценке порядка 140 миллионов рублей. В общем, мы на правильном пути. Уважаемые, в первую очередь, наши дорогие женщины, когда-то было у нас много населенных пунктов, и Алиюр, и Сухаки, и каждого часто задавали вопрос: дайте нам работу. Потом работу вам дали, работайте. Делайте все так красиво, чтобы ваши формы одежды, тому, что вы шьете, все завидели, все стремились ваши товары, ваше производство закупать. Все зависит от этого, как вы это будете. Я уверен, что у вас все получится. Хочу вас еще раз всех поздравить с этим праздником. Почетные гости под аплодисменты работников фабрики торжественно перерезают красную ленточку. Первым делом осматривают швейный цех. Здесь задействовано свыше 500 швейных машин, более 1,5 миллиона единиц продукции в год. Такая планка поставлена перед новой швейной фабрикой. И, судя по всему, цель вполне достижимая. У нас большой заказ в данный момент, сейчас расстраиваем нитки, 4-ярусные нитки. Уже в другом отделе гостям показывают плосковязальные компьютеризированные станки. Через компьютер они задают программу и эскиз нужного им рисунка. Так изготавливают вязаные вещи. Гости даже успели примерить именной шарф футбольного клуба «Ангушт». Глава республики в завершении осмотра швейной фабрики подытожил: фабрика будет специализироваться на одежде для покупателей самых разных возрастов. Кроме того, здесь будут шить по госзаказу спецодежду для военных. А если запустить производство на полную мощность, вполне реально обеспечить свыше 1000 рабочих мест. Светлана Томова, Сурхок Усиев. Новости 24.